Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Свежыя навіны з Польшчы ад тэлеканала СТБ. Калі верыць беларускай прапагандзе, там лютуе голод. Почти 1,5 миллиона человек голодают или недоедают в Польше. Люди не имеют возможности обеспечить достойный уровень жизни. Аналитики отмечают, что проблема голода остается актуальной для Польши. Только за последний год экономическое положение бедствующих людей, которые получают помощь от благотворительных организаций, ухудшилось почти на 80%. В этой группе только четверть опрошенных могут позволить себе горячий обед ежедневно. А вось іншыя навіны і таксама ад дзяржаўных крыніцаў. Уезда з Беларусі ў Польшчу чакаюць больш за 100 аўтобусаў і амаль 500 легкавікоў. Няхай СТБ патлумачыць, што ўсе гэтыя людзі забыліся ў краіне, дзе няма чым карміць людзей. Але ж не патлумачыць. Расійская прапаганда апусцілася на новае дно. Паслухайце, як ліха ў тэлевізары распараджаюцца лёсамі 18-гадовых хлопцаў, якіх сёлета забралі ў войска. Мне тут все говорят, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите. Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну мы о чем говорим сейчас? Жалко пацанов, несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной армии контрактники были? А первая чеченская, вторая чеченская? 100%, все это же было. Нет, не в этом дело, но воевали срочниками. Срочниками? Конечно. Срочниками? То есть контрактники, но срочники-то были. Да. Это все же было. И сегодня, когда, я извиняюсь, прижал он, наверное, это было оправдано. Эксперт у пінжаку кажа, што салдатаў тэрміновай службы шкада, але ўсё ж давядзецца пусціць іх на мяса, бо Расія ж всегда воевала срочникамі. Але гэта яшчэ не ўсё. Камандзір чачэнскага тыкток-спецназа Ахмат Апти Алаудзінаў лічыць, што калі бацькі не гатовыя адправіць сваіх дзяцей на мяса, навошта яны увогуле патрэбныя Расіі? Вы знаете, вот я в последний период наблюдаю такую картину. Всклипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся даже в Курской области. Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Вось такое звычайнае людажэрства. Не краіна для людзей, а людзі для краіны. Але я б на месцы тэрміновікаў і іх бацькоў тэрмінова пачаў задаваць сустрэчнае пытанне. Навошта ім патрэбная такая Расія? Дарэчы, сваіх гарадоў расіянам таксама не шкада. Мем пра бомбіць Воронеж хутка перастане быць проста мемам. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, понимаете? Недаром, кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации. Не будем Иначе чего эвакуировать столько тысяч людей? А што эвакуявалі не ўсіх, гэта нічога. Нагадаем, калі ты не гатовы памерці за Расію пад расійскімі ж дывановымі бамбардыроўкамі, ты Расіі не патрэбны. Урок эканомікі ад кіраўніка вайскова-патрыятычнага клуба. Майор Руслан Шых упэўнены, што рынкавую эканоміку можна абвергнуць, калі паказваць школьнікам старые станки и мозолистые руки рабочих. Очень легко человеку влить в уши дезинформацию, сказав, что
мы сократим рабочие места, оптимизируем производство, и все будут получать высокую зарплату. Но когда ребенок, вот как у нас случаи были, когда дети приходят на завод, и сторожил этого завода рассказывает, в каких сложных условиях удалось этот и завод сохранить, и рабочие места сохранить. И когда ребенок объем этого производства видит и понимает, насколько это дорого и ценно вот это все иметь в суверенной стране, он никогда в жизни ни у кого на поводу не пойдет и не станет слушать о том, что сейчас вот всех сократят, вот, и будет рай. То есть ребенок все своими глазами увидел, и он понимает, зачем и почему это важно ценить, и почему это надо беречь. И ему уже не приходится говорить о патриотизме. Для него это априори понятно становится, что, конечно же, это нужно ценить, это нужно беречь, и это нужно защищать, и он это будет защищать. Карацей, стратныя дзяржаўныя прадпрыемствы з неэфектыўным менеджментам трэба захоўваць таму, што яны ёсць. Так у Беларусі і будзе, пакуль вайскоўцы будуць лезці у кіраванні эканомікай. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.